Усім прывітанне ў чарговы раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем наш стрым з варшаўскай студыі Еўрарадыё. Чарговы наш госць, вельмі чаканы і паважаны прафесор, псіхолог Уладзімір Янчук. Добрый дзень, спадар Владимир. Добрый день. Спадар Владимир, я пачну, можа быць, з такога далёкага і нечаканага пытання, але вот вы ўсё ж таки псіхолог, ну так вывучалі ўсю гэтую псіхалогію паводзінаў людзей, можа быць, ці чакалі вы такога, што ось гэты рэжым, ад якога, ну ўжо чаго мы толькі не наглядзеліся, што следам за вот гэтай сітуацыяй с самолетом Ryanair, які ускалыхнуў увесь свет, яны прыдумаюць чарговую такой трэш, што нават, ну, ўжо не то што здзівіць, а просто жахнуць увесь свет здолеюць. Ну, честно говоря, я удивлен. Так, я как-то думал, что уже дальше некуда, но творческий потенциал людей, так сказать, пытающихся показать себя, он, оказывается, еще далеко не исчерпан. И, в принципе, ну, я удивлен, честно скажу. Уже чего не ожидал, того не ожидал. Потому что, ну, мигранты, вроде бы, мы же не граничим, так? Ни с Сирией не граничим, ни с Афганистаном не граничим, ни с Ираком не граничим. Поэтому, ну, мигрантам до нас добраться сложно, но иммигранты у нас такие специфические. На самолетах летают, и билеты там не самые дешевые, живут в отелях белорусских, где тоже цены не самые дешевые. Опять-таки, мы решили проблему туризма внутреннего. И я себя поймал на мысли, что мы становимся такой страной экстремального туризма. Так что новое в биографии, решили проблемы и одновременно, ну, будем говорить так, поставили в недоумение мировое сообщество и еще больше укрепили страну в статусе изгоя. И вот мне интересна такая динамика. Если, допустим, были восторги в августе, вот расцветание, а сейчас уже такой имидж сменил свой знак. Плюса на минус. Да, вось, дарэчы, цікавую вы такое прывялі паралель пра развіццё турызма, прычым, бачыце, пайшлі далей, не толькі не абмежаваліся Мінскам, не сталі вадзіць турыстаў новапрыбытых там па звыклых маршрутах, там Троицкое прадмесце, там рэстарацыі, там музеі і гэтак далей, а вот цэлымі калонамі направляем паглядзець глубінку беларускую. Праўда, чамусьці ўсё у больш накірунку польскай альбо літоўскай мяжы, ну, відаць, там самыя цікавыя мясціны ў нашых вот краявіды беларускія. Ну, знаете, я тоже вот так, даже зачем ходить за примерами далеко. Недавно наблюдаю такую любопытную сцену. Из подъезда соседнего дома 3 выходят молодых человека, очень смахивающих на боевиков, с рюкзачками. Подъезжает автомобиль такой невзрачный, выходит водитель тоже невзрачный. И куда? На Гродно. Все, и туристы не из отеля, а туристы, проживающие в частной квартире, дружно садятся и едут знакомиться с достопримечательностями Гродно. Причем мне еще более любопытна, так сказать, реакция говорящих голов. Одна из говорящих голов, представляющих Министерство внутренних дел, которая вроде бы, так сказать, гарантирует порядок, сообщает нам, что, в принципе, эти люди, туристы, они не нарушают никаких правил, они все на законных основаниях. Другая говорящая голова, представляющая представительную власть, всея представительную власть, сообщает нам о гуманистичности белорусского народа, который готов, опять-таки, приютить всех беженцев света и прочее, прочее. И тут я начинаю, так сказать, вообще находиться в ситуации такой
ну, будем говорить, так, растерянности. С одной стороны, я понимаю, что стоит человеку в одежде какой-то знак, ну, будем так, не соответствующий правовой регламентации показать, и тут же правоохранители начинают вмешиваться, а тут граждане весьма такого сурового вида, оказывается, ведут себя правопослушно. Поэтому, в принципе, допустим, вот это правопослушание у меня начало вызывать, ну, совсем уже некое чувство растерянности. В каком плане? Ну, вообще-то право, оно оперирует некими устойчивостями. А когда я этих устойчивостей вообще не вижу, то, в принципе, я понимаю, что в обществе происходит что-то такое сомнительное. Ну, или взять, допустим, те же прогулки по линии границы. Вообще-то есть погранзона, и, насколько я понимаю, рядовому гражданину в эту погранзону и попасть не так-то просто. Там я уже точно не скажу, то ли 10-километровая, то ли 5-километровая. А иностранному туристу, оказывается, можно просто вот так пройтись мимо ограждения, мимо световой полосы, дальше поставить в некое чувство растерянности пограничников, так, которые, по идее, так сказать, должны охранять это пространство, а тут они сталкиваются, ну, с таким массовым наплавом туристов. Ну да, оказывается, что можно не толькі прагуляцца ўздоўж мяжы па ўздоўж кантрольна-прапускной паласы, але і намёт там паставіць, вогнішча распаліць, пару дрэваў валіць з секчы. Да ўсё нормально, ніякіх законаў, сказаў Кубракоў, ніхто не парушае. Вот гэта як все ж таки усіх тычыцца ці не ўсіх. Зараз могуць жыхары там з бліжэйшых вёсак пайсці там дзе-нибудь там дроў сабе нарыхтаваць, печку топіць. А вот не исключено, что к ним будут применены санкции. Туриста, то, что можно туристу, причем не своему туристу, а туристу, так сказать, из далекого замежья, то отечественному туристу вряд ли возможно. И штраф придется заплатить. И не исключено, что попасть в места не столь отдаленные за нарушение вот неких экологических вещей. Ну да, що ж зробіш, Кубракоў нероўна дзеліць, як кажуць. Ну, але давайте да іншай тэмы. Спадар Владимир, вам, вы, я думаю, бачылі гэтыя кадры, чулі ўжо тут расповеды гэтых турыстаў, якія здолелі потрапіць у Польшу, про тое, як да іх ставяцца беларускія так званыя сілавікі. І про тое, што грошы адбіраюць і ваду по 25 евро за бутэльку прадаюць, збіваюць, страляюць над галовамі, не даюць магчымасці падысці да КПП, а гоняць у лес, ну і гэтак далей, і гэтак далей. У вас няма нейка, вот у мяне ёсць дысананс, вот здаецца ж, праваахоўнікі, а дзейнічаюць як, я не ведаю, альбо карнікі, альбо ахоўнікі канцлагера. Что здарылася с этими людьми? Ну, тут, знаете, я бы, Дмитрий, все-таки так аккуратно относился к высказываниям людей, которые попали уже на ту сторону границы. Почему? У них сейчас функция другая. Показать себя с позиции жертвы. И, в принципе, так это или не так, оперировать нам очень сложно. Почему? Потому что я все-таки сторонник оперирования фактами. Поэтому это такая тема сложная. И, в принципе, уже, так сказать, с действиями представителей силовых структур мы достаточно знакомы не на опыте мигрантов, а на своем собственном опыте. Так и достаточно много людей испытали, ну, будем говорить так, отношение к себе и испытали, так сказать, вот некие, так сказать, рамки использования насилия. Я обратил бы внимание просто на другой момент, что в данном случае эта категория людей начала выступать в роли заложников для решения одной из серьезных проблем, связанных с чем? Ну, будем так, с тем, чтобы заставить, принудить Запад к переговорам. Почему? Потому что в нашем политическом истеблишменте есть представление, что вообще-то решение можно достигать только вот таким методом ломания через колено. И так как, опять-таки, другие методы воздействия не очень знакомы лицам, принимающим такие государственные решения, то, в принципе, вот это насилие, вот эта сила, она выступает в качестве единственного метода. Правда, я думаю, что сейчас они просчитались, и
тут придется вообще-то очень серьезно выруливать из этой ситуации. Хотя я сегодня столкнулся даже вот с таким еще одним очень любопытным суждением. А вот мы перекроем газ, а вот мы перекроем транзит. И это уже тоже вот такие демонстрации, ну, будем так, доминирующего метода решения проблем путем насилия, путем наклонения. Не получится. Я думаю, здесь очень серьезная ошибка. Но и опять-таки ни одно решение, достигнутое вот такими силовыми методами, оно никогда не было эффективным. Более того, там я собирался даже пост написать: сила есть, ума не надо. Надо считать вообще-то. И если вы надавили на нечто, то, в принципе, вы решение-то не получите. И я понимаю, что, допустим, вот такая метафора. А почему? Вот турки используют, допустим, еще кто-то использует вот эти мигрантские возможности для получения, в том числе и денег. А почему нам не попробовать? Не получится. И смею вас заверить, что, в принципе, допустим, скоро мы останемся вообще в абсолютной изоляции. Почему? Потому что, в принципе, противодействие против вот таких силовых методов уже найдено. Испуг у западного сообщества уже преодолен. И, в принципе, вот эти методы противодействия, они уже достаточно эффективны. Назад вернуть, дальше, опять-таки, начать принимать меры по поводу вот тех партнеров, которые поставляют это мигрантское сообщество сюда, и вообще начать взаимодействовать с окружающими странами, которые косвенно несут ответственность за происходящее. И как только нам захочется, ну, будем так, перекрыть даже транзит или еще что-то, вообще-то нам мало не покажется, в том числе от ближайших друзей. Ведаеце, калі ідзе абмеркаванне таго, як захад рэагуе на ўсю гэтую сітуацыю, крытыкі вот рэакцыі захаду вінавацяць яго ў тым, што ну вельмі павольна не дае захад нейкага годнага адказу. Ну і кажуць, вот параўнанні нават такія ёсць, што ну вы ж ведаеце, калі гопнік там які-небудзь да вас падыходзіць і там на вас наезжаеце, нешта там спрабуе там вот там качаць правы там метадам выбачайте, там я зараз вот подумаю там ці а не маглі бы вы вот у мяне з сабой няма, ён не спрацоўвае. Гопніку трэба адказваць жорстка, рашуча і адразу. Маўляў, а захад вот не ведае, як з гэтымі гопнікамі сябе паводзіць. Ну вот все ж таки тут першая такая как бы нюанс атрымліваецца, як вам падаецца, ці адпаведна рэагуе і далей будзе рэагаваць захад. І другое, ведаеце, калі ёсць такое разуменне палітычны істэблішмент, то цікава у дачыненні да беларускага вот гэтага стэблішмента, як больш лепей сказаць, гоп-стэблішмент. Ну, вообще метафора такая вполне уместная для характеристики ситуации, потому что, в принципе, вот я чем больше наблюдаю, чем больше анализирую происходящее, тем больше прихожу к выводу, что вообще, ну, по крайней мере, с одной стороны, вот стратегия такая, братков взаимодействия, так, то есть решать проблемы силой, силовыми методами. Правда, ну и противодействие тут по отношению, как вы говорите, к гопникам очень простое. Демонстрировать свою силу. Почему? Потому что вот такой наезд останавливается только противодействием силовым. И, в принципе, допустим, хочется или не хочется кому-то, опять-таки, постепенно методы противодействия нащупываются. Ці ўсё ж таки вот гэтыя метады супрадзеяння, як ну я не ведаю, там ад выказывання рашучай заклапочанасці да там пагрозаў, што вот увесь Еўрасаюз аб'яднаецца і будзе там супрацьстаяць там да ўвядзення 5-го пакета санкцый, гэта годны адказ? Спрацуе? Нет, ну, вообще тема щекотливая, и вы, Дмитрий, понимаете, что, допустим, мое суждение, любое суждение на эту тему может иметь свои последствия. Но в данном случае я только говорю о простой вещи, что вот такие методы нахрапа, они не срабатывают. И противодействующая сторона, она учится, и она тоже думает.
и она находит противоядие по таким вот, ну, будем так, необычным методом ведения переговоров, политических переговоров. Спадар Владимир, вельмі мне цікава ваше меркаванне по такой наступнай тэме. Зараз уже который дзень вядуцца сур'ёзныя вельмі там спрэчкі, дэбаты, коп'я ламаюцца з нагоды таго, што здарылася з беларусамі, чаму яны не могуць, не праяўляюць сардэчнасці, некай салідарнасці, дабрыні, цеплыні, ўсяго такога у дачыненні да гэтых мігрантаў, якія апынуліся ў такой сітуацыі. Адны скажуць, што ну вот самі вінаватыя і гэта і таму тлумачаць свае аргументы, другія кажуць, што не глядзіце вы на гэта, людзі вось у такой сітуацыі, трэба вот паспачуваць, дапамагчы і гэтак далей. Вы тут беларусы, калі так не можете праявіць там нейкую гуманнасць, то вы ввогуле страцілі надзею называцца нацыяй і ўвогуле страцілі надзею на перамогу ў будучым. Вот ваше стаўленне, што стаіць за ўсім гэтым, ці маюць падставы пад сабой самі ў гэтыя спрэчкі? Но я бы использовал другую метафору. К вам вломились в дом без вашего приглашения, сказали, что я буду жить в вашем доме, ну и дальше как вы будете действовать, так? Это ведь не гости по приглашению, а это гости, вломившиеся в ваш дом, собственно. И, в принципе, наверное, ваша реакция на непрошенного гостя может быть только однозначной. Так, показать гостю на дверь. Так, ну и опять-таки, если этот гость взломился без спроса, вообще-то, ну, по идее, вы должны сразу же звонить в правоохранительные органы с требованием применения мер к этому гостю. И, в принципе, ведь ситуация не столь простая. Ну, во-первых, без вашего дозвола, без вашего разрешения вламливается довольно большая группа людей в это пространство. Причем, заметьте, эта группа людей вообще-то не собирается жить в нашей любимой, гуманной, гостеприимной стране. Они даже не рассматривают этот вариант. Они в лучшем случае рассматривают вариант недельного пребывания. Это еще один такой вопрос. Почему в это гуманное пространство нет желающих приехать? И эти гости вообще-то выражают очень открыто вот это стремление переместиться даже не в Польшу, не в Литву, а куда? В Германию. Ну так если вам хочется поехать в Германию, то, в принципе, обратитесь в соответствующее посольство или воспользуйтесь законными методами. А когда, допустим, вы начинаете вот такими незаконными методами проникнуть куда-то, вы вызываете вполне естественно вот эту реакцию. Дальше, вот я ссылался на пример, который я наблюдал сегодня. Вообще-то это лица, ну, такого очень боеспособного возраста. И, в принципе, эти лица вообще-то воевать умеют. Эти лица прошли через войны. Я бы на месте людей во власти вообще-то подумал, если этих людей не будут пускать туда, то вообще-то проблема у вас возникнет, и с этими людьми не так просто справиться. Более того, я на своем опыте в свое время, пребывая в Страсбурге, в качестве эксперта наблюдал, допустим, поведение тех же курдов рядом с Европейским парламентом. Это палаточные города, и это очень агрессивная реакция на взаимодействие с правоохранительными органами. И вообще-то это люди очень непростые. И справиться с этими людьми, опять-таки, непросто. И защищать себя они умеют, поверьте. Поэтому этой проблемы нам не хватало. И если лица, принимающие подобного рода решения, думают, что все так просто, нет, не все так просто. И с этими людьми нам придется разбираться. Почему? Потыкавшись, они вообще-то начнут искать решения. И поверьте, в выборе средств эти люди никогда не останавливаются ни перед чем. Поэтому наша проблема уже достаточно серьезная. Ну, а, допустим, на ваш вопрос я отвечаю. Вообще-то это не гость, а это человек, вломившийся к вам в дом. Вам откажуць
вам адкажуць тыя, хто абвіняе беларусаў у адсутнасці добрасардэчнасці, што мы все разумеем, да, і вот самі вінаваты, і вот праблемы, ўсё такое, але ж там жанчыны, там дзеці, паглядзіце вось зараз, а ў лесе беларускім зараз мінусавая тэмпература, трэба ж вот ім паспачуваць, а вы вот тыкаеце вот тым, што яны по 5000 за туру Беларусь заплатили. Знаете, Дмитрий, я обычно таким людям говорю, принимайте ради Бога, сочувствующие. И люди, пытающиеся обвинить других в чем-то, в гостеприимстве. Если вы такие сердечные, если вы такие сердобольные, пожалуйста, принимайте. Сообщайте вот этим мигрантам, опять-таки, свои координаты, они с удовольствием к вам прибудут. И, в принципе, вы столкнетесь с гостями, причем гостями очень специфичными. И поверьте, опять-таки, когда человек берет с собой детей, вообще-то он знает, куда идет. И вообще-то он знает, для чего берет с собой детей. И я думаю, что человек, любящий своих детей, наверное, все-таки должен относиться к ним ответственно. Либо я ловлю себя на мысли, что лица, приглашавшие этих людей сюда, в наше пространство, гарантировали им, что в этом пространстве у них проблем не будет. А вот когда проблемы возникли, вообще-то встает вопрос об ответственности вот этих приглашающих. Мы, Дмитрий, никого не приглашали в наше пространство. Кто приглашал? Вот кто приглашал, пусть и разбирается. Ну да, у прынцыпе, что-то я не чуў паведамленняў, не бачыў про тое, что вон жа Орда ці Орда, як яго там правильно завуць, так званы старшыня прафсаюзаў беларускіх, казаў жа ж, мы ж тут вот іх там прыгрэем, абагрэем, так что я не чуў, не бачыў фото про тое, як у яго кватэры гэтага Орды жывуць там 28 курдских мигрантов. Ці вот это с официального союза жанчын, якія... Вот, да. Так что пусть Союз женщин адреса сообщает, приглашает. Очень легко обвинять других в чем-то. Обвиняете, пожалуйста, показывайте пример. Пример по типу вот этого гродненского квартира сдатчика, который сдал квартиру кому-то, а вдруг обнаружил там 8 лиц такого боевикового вида. Ведаеце, я пэўны час задаваў гасцям сваёй праграмы Ідэя-Ікс такое пытанне, что ну вот як вы лічыце, як беларусы паставяцца, калі, скажем, у Беларусь там які-нибудь умоўны Магілёў, там Гомель, там ці яшчэ там Смалявічы якія-нибудь, прыедзе 100 000 мігрантаў с умоўнай Індыі і захоча тут вот жыць, палі апрацоўваць і гэтак далей, як беларусы ўспрымуць усю гэтую сітуацыю. На што мне заўсёды казалі, мы ж беларусы такія талерантныя людзі, калі яны как бы не будуць нічога парушаць, будуць працаваць, так это ж выдатна, мы толькі радыя будзем і гэтак далей, гэтак далей. Але ўсё это было ну умоўна, потому что беларусы-то вот с такой ситуацией массовой міграцыі ніколі не сутыкаліся. І зараз вось сутыкнуліся. І побачили мы, что вот как-то напружились белорусы. Так те до такой ступени мы толерантные и доброзычливые. Ну, знаете, это мне напоминает разговор, состоявшийся несколько лет назад, когда я принимал участие в таком круглом телемосте, организованным каналом «Спутник». И принимали в этом мосте участие представители Молдовы, представители Казахстана и представители Азербайджана. И мы обсуждали проблему толерантности. И вот интересно, так сказать, было, что сразу мне ведущий, который стоял в стороне, задал вопрос: правда, что белорусы толерантны? На что я ответил: а я не знаю. Я говорю, толерантность проявляется когда? Когда появляются люди, представляющие другие культуры. И когда их становится много, вот тогда проявляется толерантность. И сейчас у нас появляется такая уникальная возможность проявления толерантности. Правда, я принимал участие, под моим руководством была даже защищена
кандидатская диссертация по студентам, обучающимся в белорусских вузах, и, допустим, очень серьезные материалы были получены по поводу того, что не все так просто, и далеко мы не толерантны, когда сталкиваемся с представителями вот этих других культур. Но я подчеркиваю, это только начало. А если эти люди не решат задачу, кончатся деньги, и дальше эти люди начнут вообще-то проявлять себя. Почему? Потому что и воровать начнут, им жить-то на что-то надо. И смею вас заверить, допустим, они останавливаться ни перед чем не будут. Я наблюдал, допустим, эти сцены, в том числе во Франции, когда, допустим, в тех же торговых центрах сидели вот так называемые мигранты, лица без определенной профессии, и французские граждане чувствовали себя очень и очень некомфортно. Ну, допустим, появились миноискатели, допустим, жителю того же Страсбурга было не очень приятно лицезреть военные патрули на улицах, причем, опять-таки, по 4 человек, и один из них с крупнокалиберным пулеметом. Это, знаете, начало вносить весьма такие неприятные ощущения в сознание вот этого рядового гражданина. Но все-таки это Франция, допустим, а в Беларуси мы скоро начнем очень серьезно ощущать вот такого рода издержки. Я подчеркиваю, эта культура весьма специфичная. И кто бы не рассказывал мне, я прекрасно знаю, допустим, на что она способна. И я подчеркиваю, никто не собирается из них жить в Беларуси. Они вообще-то приехали сюда как транзитчики. И как только, допустим, вот эти ресурсы транзита начнут вызывать сомнения, вообще-то многие вещи мы узнаем и столкнемся с очень многими вещами. Не так все просто. Пустить легко, а вот выдворить, это уже требует очень серьезных усилий. Ну вот наши ж так званыя сілавыя органы, разныя там амапы, губазікі показалі сябе падчас разгона несанкцыянаваных акцый пратэсту, якія яны бесстрашныя і смелыя, як могуць вітрыны біць так бесстрашна. Яны справятся с этой ситуацией на раз-два. А вот, Дмитрий, я вам скажу, здесь не все так просто. Одно дело с мирными неподготовленными гражданами воевать, а другое дело, извините, с боевиками, которые прошли очень серьезную подготовку и имеют очень серьезный опыт сопротивления, в том числе, допустим, представителям вот этих силовых структур. Причем я смею вас заверить, допустим, силовых структур очень квалифицированных и имеющих очень серьезный опыт противодействия такого рода молодчикам. И эти люди организованные, и, смею вас заверить, очень просто вот так они, допустим, взирать на происходящее не будут. Поэтому я предупреждаю, как специалист, как разбирающий, как хорошо знающий эти вопросы, так просто эта проблема не решится, и издержек будет очень много. Мы з вами говорили неяк раней на тэму того, что усе падзеі 2020 года, да і в прынцыпе і 21 яны нанеслі вялікую псіхалагічную траўму ўсяму беларускаму грамадству, і пажадана будзе нам все ж таки атрымаць пэўную псіхалагічную дапамогу, каб вот ад гэтай траўмы пазбавіцца. Гэтая ситуация, гэта дадатковая психологичная травма? Это не только мощная травма, а травма со всеми далеко идущими последствиями. Так, почему? Ну и одновременно, допустим, оптимистично, мы же не можем без оптимизма. Мы узнали еще о одной грани нашего с вами бытия и нашей с вами системы, опять-таки, устройства общества. Когда без вашего ведома, без вашего спроса, опять-таки, в своих каких-то конкретных целях принимаются непродуманные решения, а мы с вами сталкиваемся с последствиями этих решений. А я подчеркиваю, последствия будут очень и очень тяжелые. Ну вот наколькі все ж таки гэта, ну вот у чым можа праявіцца гэтая траўма? Вот зараз мы бачым гэты чарговы падзел беларускага грамадства на тэме стаўлення да гэтых мігрантаў, але што яшчэ можна чакаць, якія наступствы могуць быць?
Нет, ну, во-первых, деление-то какое? Кто выступает в защиту? Официоз. А смею вас заверить, даже тот же рядовой гражданин, ну, условно называемый я батька, он уже сейчас находится в состоянии такой прострации. Но дальше он начинает понимать, раньше у него было представление, что вот наша граница крепкая, что наша граница, опять-таки, подчиняется неким, так сказать, вот этим принципам и так далее, и так далее. А сейчас раз, и мы понимаем, что наша граница не очень крепкая. Так и что то, что позволено одним, не позволено другим. Это тоже просветление, это тоже прояснение. Поэтому расширяем горизонты, смотрим на происходящее и выясняем много любопытных вещей. А любопытные вещи будут иметь реальные последствия, которые будут ощущаться вот этим рядовым гражданином. Ну и, извините, травматизм ситуации заключается еще в одной такой очень серьезной вещи. Осознание бессилия в каком плане, что вообще-то тебя никто ничего не спрашивает, твоим мнением никто не интересуется, и тебя втягивают в различного рода авантюры. И эти авантюры начинают сказываться на чем? На ком? На тебе непосредственно. Он сказывается на твоих условиях существования, он сказывается на твоем, опять-таки, житии в этом пространстве, и он начинает сказываться на твоем экономическом благополучии. Это ведь не так просто, это все требует денег, и дальше мы смотрим на ситуацию, которая не улучшается, а все ухудшается, ухудшается и ухудшается. Ну і можа быть ваш погляд на ўсё ж таки чым кіруецца у чым псіхалогія чалавека, які, ну скажем так, для того каб показаць там ці ўмацаваць сваю уладу, пабіў там аднасельчан, якія там штосьці там пачалі у гэтай яго ўладзе сумнявацца. Але зараз, калі пайшоў яшчэ далей супраць сябе настроіў усе суседнія вёскі і нават падставіў братана, які нібыта за цябе заўсёды ўступаўся. Вот што кіруе, можа быць, вот далей, калі працягваць дзейнічаць у гэтым накірунку вот дзеяннямі гэта такого чалавека? Не, ну очень просто, изоляция, так? Полнейшая изоляция, и будем жить за забором со всеми последствиями. І вот да, наколькі ўсё ж таки для беларусаў гэта відавочна, што вот да гэтага ўсяго ідзем, і што вот накопліваецца у грамадстве ці застаецца ў грамадстве нейкая, ну я не ведаю, незадаволенасць усёй гэтай сітуацыі? Да, конечно, Дмитрий, тут однозначно, допустим, я подчеркиваю, допустим, но люди все больше теряют надежды на то, что все само собой нормализуется. Это что же такая характерная особенность, так, белорусов? Надежда, авось случится. Не случается, а становится все хуже и хуже. Ну але ж гэта псіхалогія чалавека, ён прызвычайваецца паступова да любой сітуацыі, галоўнае, каб выжыць, там ведаеце, падстрайваецца под усё. Ну выжывуць і вот у такой новай рэчаіснасці. Галоўнае выжыванне. Нет, ну что значит выживание? Тут я провожу аналогию с чем? Ну, вот, допустим, с бомжом-алкоголиком. Он тоже ведь выживает, так? Это называется вверх по лестнице, ведущей вниз. Потребности становятся все хуже, хуже, хуже. Но и опять-таки это начинает сказываться на чем? На вашем будущем, которое становится все ближе и ближе и ближе. Я об этом говорил на протяжении многих передач. Если вы не вкладываете, допустим, денег в интеллект, если вы не заботитесь о том, чтобы вами руководили грамотные люди, если вы не заботитесь о том, чтобы ваши дети получали хорошее образование, вы скатываетесь все ниже, 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 и в конечном итоге вы окажетесь вот в позиции этого бомжа, которого, в принципе, все устраивает, так? Допустим, не убили, радость, опять-таки, нашел какой-нибудь уголок, радость, нашел что-то перекусить, радость. Ну, каково?
Радостна вам перспектива такая? Я думаю, не очень перспектива радостная. Поэтому вы все время создаете предпосылки не для движения вперед, а для движения вниз. Но я подчеркиваю, путь из этой ситуации один. Вообще-то говорите о том, что вы не согласны с происходящим. Вообще-то говорите о том, что вы вообще-то граждане этой страны, и опять-таки вообще с вами надо советоваться, когда принимаются вот такого рода решения. И что у вас есть голос, и что вы вообще-то являетесь людьми. Ну да, засталося толькі знайсці ў сабе смеласць пасля гэтых рэпрэсій сказаць гэта, ну і знайсці таго, каму гэта сказаць, бо... Очень просто любому человеку, и вообще не стесняйтесь, я удивляюсь, допустим, вот происходят какие-то встречи, и, допустим, ну, находится что-то, даже вот на примере вот тех же медиков, которые все-таки говорят о чем? О том, что маску надо одевать. И вообще-то одевают маску. И вообще-то и в других ситуациях должны находиться люди, которые говорят, что вот это нам не нравится, так? И вообще с нами надо советоваться, так? И другое нам не нравится, и вообще-то нам надо советоваться. И никто вам не мешает, опять-таки, сказать это. А если вы молчите, если вы, потупив очи долу, вот так молчаливо взираете, то, ну, готовьтесь к чему? Вот к таким последствиям, которые будут усугубляться. Ну, а следующая перспектива какая? Вот мигранты, а дальше что, допустим? Война, вы к войне готовы? Лично вы. Почему? Это уже вот такая совсем мрачная перспектива. Я думаю, для этого не дойдет, но, в принципе, провоцировать ситуацию можно и до этого. Ну да, асабліва актуальная гэтая тэма для народа, у якога просто ў падкорку і ўсё астатняе вайшло, абы не было вайны, а тут на табе самі, вот так бы мовіць, кіраўніцтва, ці як это сказаць, гэта народа, свой народ штурхае да такой сітуацыі. Да, нават не ведаю, як вот не вельмі на доброй такой позитивной ноте завершаем мы наш эфир, тем не меньше Ну а почему не позитивная? Ну вот узнали, сделали открытие, так, опять-таки, ну и появились некие, ну по крайней мере, дополнительные основания для принятия вот этих решений о том, что вообще-то надо начать процесс становления человеком. Так, надо все-таки учиться говорить, и надо опять-таки учить показывать, что вы есть. А когда вы научитесь говорить, что вы есть, это начнет выступать в качестве значительно более действенного стимула. Вось добрае слово, а я закончу такой фразай, тому что трэба гэта рабіць, тому что жыццё кароткае, і не кожны за гэты кароткі час паспявае стаць чалавекам. Так что спяшайцеся. Да. Дякую вялікім. Владимир Янчук, Змейцер Лукашук былі в эфире Еврорадио. Слухайте, глядите нас, спяшайцеся становиться человеком. Всего доброго.